Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулиллах ва аля алихи сахби аджмаин. В жизни человека происходят некоторые события. Одно из событий – это день рождения. Задается вопрос, дозволено ли мусульманину праздновать день своего рождения? Если направить действие празднующего в правильное русло, то нет в этом запрета. Но если он превысит дозволенного и выберет неправильный путь, то, естественно, это будет грехом и недозволенным исламом для мусульман. Если посмотреть в деяниях посланника, в его поступках, то мы найдем также посланник Аллаха, да благословит Аллах, приветствует, отмечал свой день рождения. Он соблюдал пост в день своего рождения, так как это благое, и этим благим Всевышний довольствует. В Коране Всевышний говорит: «Стаиду биллах, ва лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана». Истинно для вас был примером для подражания в вашем посланнике Аллаха. То есть то, что он делает для нас, это пример, и мы можем подражать ему. И этим примером послужило то, что он совершал в день его рождения. Он постился. Также мы можем поститься в день нашего рождения, отметить этот день не для того, чтобы радоваться, а для того, чтобы скорбить по ушедшим годам и совершенным грехам, а также просить Всевышнего простить наши годы совершенных грехов и помиловать нас на этом и будущем, на том свете, а также просить благословения Аллаха оставшимся жизненных годах на этом свете. Соратники посланника Аллаха, да будет доволен ими Всевышний, в день рождения посланника Аллаха, да благословит Аллах и приветствует, после его смерти собирались все вместе, то есть семья собиралась вместе, садились вокруг и много-много рассказывали они о посланнике Аллаха, да благословит Аллах и приветствует, чтобы их дети, семьи узнали о великом пророке, мир и благословение Аллаха ему. Они отмечали этот день, не радовались этим днем, а скорбили. Много читали салаватов, прошения, благословения Аллаха нашему посланнику, мир и благословение Аллаха. И поэтому мы последуем примером нашего посланника, да благословит Аллах приветствует, и примером соратников посланника Аллаха, да будет доволен ими Всевышний. Исходя из всего сказанного, мы можем, каждый человек, мусульманин, который достиг дня своего рождения, подражая посланнику Аллаха, да благословит Аллах и приветствует, поститься в свой день рождения, чтобы получить довольство Аллаха. Более того, в этот день много просить у Всевышнего прощения за свои грехи и милость Всевышнего на этом и том свете. Более того, просить Всевышнего благословения оставшихся его жизненных годов, то есть оставшейся жизни, сколько он не проживет, чтобы эти года были благословенны, чтобы этот мусульманин совершал только хорошие деяния, и чтобы Всевышний оберег его от шайтана, от дьявола, который заблуждение ведет всех мусульман, не только мусульман, и всего человечества. Этим он получает довольство Аллаха и надежда, что Всевышний ответит на его мольбу. А также пригласить он может своих друзей, родственников
и угостить их всем, чем пожелает. Кроме того, что запрещается в исламе, как спиртные напитки, слабоалкогольные напитки, более того, наркотические вещества. Также не производить, скажем, не совершать танцы, которые не подобают мусульманину, пляски, визги, всякие ведущие человека в сумасшествие. Эти действия не должны происходить от него. Также не выражаться нецензурными словами. Ну, можно сказать, в рамках дозволено, если человек совершит это небольшое мероприятие в день своего рождения, в этом нет ничего запретного. Вот, поэтому всему есть предел. Придерживаясь этому пределу, можно отметить день своего рождения. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху.